Начало и истоки казахской государственности. Казахское ханство является одним из немногих государств Центральной Азии, которое было создано ныне живущим народом на его собственной этнической территории. На этой территории тысячелетиями жили кочевые племена. Чингисхан, создавая свою империю, он вобрал в себя все эти традиции. Допустим, скифо-сакской государственности, когда мы говорим Томирис, после них возникли государства Усуни, Кангюй, хунов, многочисленные тюркские государства. Все эти государства как раз-таки развивали вот эту традицию государственности. И таким образом она дошла до 12-13 веков, где нашла, так скажем, свое яркое выражение в империи Чингисхана. Возникает вопрос, кто такие казахские ханы, от кого они произошли и какова была традиция наследования верховной власти в казахском государстве. Согласно легенде, которая сообщается в монгольской летописи «Тайная история монголов», говорится о том, что предки Чингисхана родились от луча, который проникал в юрту. Эта легенда или этот миф говорил о том, что они благословлены небом на то, чтобы управлять всеми кочевыми племенами. И с тех пор возникла традиция, согласно которой Чингисхан и все его потомки по мужской линии являются представителями так называемого Алтан-Урук, то есть золотой род. И никто другой, кроме представителей этого рода, не имел права управлять этими подданными. В казахском государстве всегда с момента основания и до момента исчезновения казахского средневекового государства, традиционного государства, здесь правили только потомки золотого рода или потомки Чингисхана. Казахи их называли туре, то есть это те, кто имел право сидеть на почетном месте. Тюрь. У кочевников это в юрте было почетное место. После кончины Чингисхана его империя была разделена между 4 наследниками, детьми от первой жены Борте, Джучи, Чагатай, Угедей и Тулуй. Казахские ханы – это прямые наследники Чингисхана, той династии золотого рода, которая правила на территории Казахстана 350 лет. Большая часть территории Казахстана вошла в состав улуса Джучи. Это старший сын Чингисхана. Улус Джучи, поскольку Джучи очень рано умер, управлялся его сыновьями. И вот армия улуса Джучи, она делилась на два крыла, два фланга. Это армия правого крыла и армия левого крыла. Это было общее войско. Оба эти крыла возглавляли два старших брата. Правое крыло возглавлял Бату, левое возглавлял Орда. В конце 14 начале 15 века в персоязычных и тюркоязычных сочинениях употребляются для обозначения этих государств тюркские названия Ахорда и Кокорда. В казахстанской историографии существует мнение о том, что прообразом первого казахского государства, а иногда говорят первым казахским государством, являлось государство Ахорда. В своде законов Яса, оставленных Чингисханом, отсутствовали ясные указания относительно наследования власти. Вместо этого была оставлена расплывчатая фраза «пусть ханом станет достойнейший». Это положение стало причиной бесконечных междоусобных столкновений среди чингизидов, включая казахских, за политическое господство над всей территорией империи, которую чингизиды рассматривали как собственный единый наследный улус. Монгольские правители, пользуясь своим завоеванием, они, конечно, очень много что позволяли себе. Например, один из братишек Чингисхана имел кличку Сотник, потому что у него было 100 детей. Как бы в шутку его назвали сотником, у него было 100 детей. И при такой численности вы сами понимаете, что каждому своему наследнику золотой род должен был оставлять какой-то свой улус, какое-то свое наследие. И таким образом это государство Чингисхана, оно, в принципе, все время дробилось. Вскоре после смерти Чингисхана и после смерти Угадея начинается внутриусобная борьба в монгольском ханстве, что и связано было как раз с увеличением численности самого правящего класса. На сегодняшний день нет окончательной установленной даты образования казахского ханства. Тем не менее, существует ряд исторических событий, которые символизируют начало процесса формирования, собственно, казахской государственности. Хроника исторических событий, по версии казахстанских ученых, выглядит так. В 1428 году на территории современного Казахстана правитель Ахорды Барак-хан погибает в борьбе со своими конкурентами. И на его территории его улуса постепенно укрепляется государство Абулхаир-хана. Абулхаир-хан потерпел сильное поражение от калмыков, и чтобы восполнить свои потери, он начинает, естественно, собирать дополнительные виды налоги. То есть в этом плане история средневековой Центральной Азии ничем не отличается от других регионов мира. Он начинает восполнять эти потери, народ ропчет,
потомки Барак-хана, будущий казахский хан Джанибек-хан, его племянник Керей-хан, два основателя будущего казахского государства, они правили подданными своих предков также. Но Абулхаир сумел захватить власть, перетянуть на свою сторону наиболее крупные племена и, постепенно расширяя свою территорию, вытеснить потомков Барак-хана с территории Ахорды. В 1459 году будущий казахский хан Керей Джанибек откачевывают из восточного Дешты Кипчака, из Присырдаринского региона, они откачевывают западное Жетсу, современная юго-восточный Казахстан, Алматинская, Жетсуйская область. Так вот, они откачевывают в этот регион, и этот факт откачевки 1459 года, первое событие, которое дало название будущему народу – казахи. Они ушли казаковать, казахлах называется. Через 6 лет, в 1465 году, по нашему европейскому летоисчислению, согласно персидскому историку Мирза Мухаммад Хайдару Дуглату, казахские ханы образовали свое государство. После того, как они его основали, около 200 тысяч сторонников из населения государства Абулхаир-хана, оно перекочевало к казахам. И с этого времени казахское ханство начало увеличиваться в размере и в численности. Если мы берем как отправную точку это 200 тысяч подданных у Джанибека Керея, то, например, уже при Касым-хане, сыне Джанибека, количество подданных казахов выросло в 5 раз до 1 миллиона, а территория ушла за Волгу. Одним из самых известных ученых, занимающихся историей средневекового Казахстана, профессор Султанов придерживается другой версии. Он считает началом образования казахского ханства не откачевку Джанибека и Гирея, а гибель Абулхаир-хана, после чего казахские султаны получили возможность распространить свою власть на большей части территории Дешты Кипчака. Воспринимались как законные правители этих территорий. Есть такая фраза, которая известна в источниках более раннего периода, когда Урус-хан говорит, что пастбище Сыгнака принадлежат ему. То есть по закону Чингисхана Яссы и Йосуну обычное право. По этим двум понятиям эта территория принадлежит Урус-хану. И в источниках отражается именно то, что Керей и Джанибек являются законными наследниками Урус-хана и этих территорий. Власть чингизидов на территории Казахстана сохранилась на протяжении почти 350 лет. Образование казахского ханства – это продолжение созидательной роли Туре и чингизидов в истории Казахстана и в истории казахских степей. Вы знаете, наверное, про Аваш-Орду. Практически это все поколение Аваш-Орды. В большей степени они все как раз-таки были Туре, чингизиды. Почему? Все очень просто. Все те же процессы, которые наблюдаются во Франции, или в Англии, или в России, или в Индии, или в Китае, все то же самое у нас. Элита, имевшая более обширный доступ к какой-то информации, она больше вкладывала в воспитание своих детей. И понятное дело, что если посмотреть на нашу историю, практически все наши послы, дипломаты или литераторы или религиозные деятели, они, как правило, имели вот такое либо происхождение из рода Туре, или Кожа, религиозные деятели. В этом плане чингизиды, они не только долгое время служили символами нашего государства, но и сыграли огромную роль в становлении нашей национальной интеллигенции, что потом в Аваш-Орды и вылилось. А после уже ряда неудачных восстаний в начальные годы советской власти роль Туре, она нивелировалась, и практически Туре были отстранены от политического руководства степью и больше никакой роли не играли. Одним из основополагающих источников по истории образования казахского ханства является труд Мырзы Мухаммед Хайдара Дулати «Тарихи Рашиди». Современная территория юго-восточного Казахстана и часть южного Казахстана вместе с современными республиками Средней и Центральной Азии, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, часть современного Китая. Все эти земли и часть юго-восточного Казахстана, все эти земли вошли в Улус-Чагатая. В первой половине XIV века Улус-Чагатая распался на две части. Одна часть была оседлая, то есть это Маверанахар, современная область южнее Сырдарьи, оседлая, земледельческая. И Могулистан. Это современная Алматинская область, Синьцзяй-Уйгурский район, кыргызская территория. Там были кочевники, монголы. Их называют не монголы, а моголы. Они очень много взаимодействовали или были в тесных контактах со своими соседями, в том числе и с казахскими ханами. Первые из них, Джанибек и Керей, пришли же на территорию Моголистана, и поэтому Мирза Мухаммад Хайдар в своей книге «Тарихи Рашиди», «Рашидовой истории» написал о том, почему на территорию Моголистана пришли, тогда он их называл еще узбек-казахи. Да, почему узбек-казахи пришли на территорию Моголистана? Кто они такие? Кто ими правит? По какой причине они пришли? И вот благодаря всему этому
У нас есть описание, то есть Мирза Мухаммад Хайдар описал первый период истории казахского ханства. Таким образом, мы можем констатировать, что образование казахского ханства – это результат воцарения династии казахских ханов, потомков Чингисхана, представителей Золотого рода над всей территорией Казахстана. Очень много разговоров среди, допустим, российской политической элиты, когда говорят о том, что на территории Казахстана не было государства, не было ханства. Вот. Это такая устойчивый стереотип, что кочевники – это какие-то дикие племена, которые все время кочуют с места на место, и у них нету ничего, да? Поскольку все оседлые государства имеют города, в этих городах у них есть дворцы, в этих дворцах у них есть трон, да? И вся эта церемония, когда они принимают послов. Для них кажется, что в кочевых народах всего этого нету, такой стереотип существует. Слово «Казахстан» впервые возникло не в 91 году. Оно возникло намного раньше. И даже не в советское время. Оно возникло еще в средние века. Заин ад-Дин Васифи, средневековый историк, он, когда описывает события в казахском ханстве, упомянул слово «Казахстан». В начале XVI века эту территорию именуют Казахстан. То есть слово «Казахстан» никто сегодня не придумал. Эта территория обозначалась Казахстаном. Эта территория обозначалась словом «Казах мемлекеті», «Казах улысы», «Казах елі», «Казах даулаты», да? На персидских источниках, или «Казах улысы», то есть вот на казахском языке, да? Оно в персидских именовалось «Улуси Казах», «Мемлекати Казах». То есть это название было, это казахское ханство и казахское государство было, и оно не возникло, так скажем, на пустом месте. Вот в этом, конечно же, значение для того, чтобы сегодня говорить о том, что Республика Казахстан, нынешнее государство, имеет давние исторические корни. Да? Неспроста государство отмечает 550-летие казахского ханства, потом они отмечали 750-летие Улук-Улуса, как они назвали, да? Или Золотой Орды. То есть эти все государственные мероприятия, конечно же, призваны, чтобы укрепить этническую идентичность. Да? Другое дело, что сегодня Казахстан является современным государством, и он развивает современные государственные политические традиции. То есть, если бы мы были прямыми преемниками казахского ханства, то нами должен был править не президент, а хан, который бы опирался не на парламент, а на ханский совет и на суд биев. Сегодня мы строим другое государство, но, тем не менее, традиция сохраняется.